Давай последуем Ну, твоему да, примеру. пока моя коллега только что успел собрать, а гость еще не успел, Так. я уже забрал, в общем-то, костяшечки. Да-да, все самые Это программа самые. «Вечерняя игра», и мы ее ведущие вновь с вами, Лия Сергеева. Петр Нижинский. Будем играть в домино и, безусловно, общаться с нашим сегодняшним гостем. И общаться сегодня мы будем с председателем Всемирного форума татарской молодежи, общественным деятелем Табрисом Яруллиным. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер. Вы так резво взялись за костяшки домино. Частенько приходится играть? Я очень много игр играю, но в домино давно не играл. на Но самом было. деле. Я просто подсмотрел у вас, сколько штук, я столько же и взял. Ага. Просто так. Так, ну давайте начнем. У Конформистский кого 1-1, 2-2, Наблюдательность 3-3? хорошая. Да, 1-1 ходит у первый, меня. да, у кого 0-0, 1-1, 2-2 и так далее. Но у меня есть 1-1. Ну, Давайте. отлично. Так, мало того, он наблюдательный, еще и везучий. Так. Да, как Не принципиально, хотите. абсолютно. Табрис, вы к нам сразу с самолета по работе летали или отдохнуть удалось все-таки? Нет, отдыхать это не про меня. Я 10 Совсем? лет, по-моему, сколько работаю в Конгрессе татар, но ни разу не был на отдыхе. Ни разу не лежал на пляжу, например. А Ни разу. выходные-то у вас бывают? Ну, выходные, конечно, бывают, но просто... Раз в месяц по праздникам. Ну да, бывает же такая новая болезнь, там, менеджеров, которые не могут там просто лежать, им все время кажется, что что-то надо делать. Мне кажется, вот я полностью болен такой темой. Трудоголизм это называлось раньше. Ну, я не знаю, трудоголизм — это же когда ты работаешь постоянно. В принципе, у меня насыщенная жизнь, интересная, но я не полностью уделяю работе. Но вот как-то, знаете, как каждый раз, когда я уезжаю из Казани, мне как-то грустно. Прям неохота покидать. И когда возвращаюсь, мне очень приятно. Я сегодня пост написал, очень популярный стал. Я говорю, приземлились, значит, в аэропорт, и захожу, и там на татарском, значит, объявляют такой-то, такой-то самолет. Я говорю, это то же самое, как если бы возле трапа тебя встречала мама и обнимала тебя, и говорила, сынок, добро пожаловать домой. Но вы ведь достаточно долго боролись, чтобы перед каким-то из спортивных крупных событий в Казани все вот эти вот объявления... По вывескам, да. были на татарском языке в том числе. Да. Ну, слава богу, с этим нормально. Вот я посмотрел Кубок Конфедерации, все надписи есть на татарском языке. Очень приятно смотреть, на самом деле. Наша идентичность, наша особенность. Мне кажется, и гостям это нравится. Потому что вот я недавно слушал, как президент говорил, говорит, команды сами захотят к нам попасть на чемпионате мира по футболу, и желательно, чтобы были классные команды, такие известные, сборные. И они, говорят, сами захотят попасть к нам, потому что они увидели, насколько у нас все классно, все это устроено. И мне кажется, он в том числе имел в виду, что у нас вот есть такие особенности, которые иностранцам нравятся. Такие запоминающиеся Да. моменты. Да. Журналистов, по-моему, читал иностранных, они все практически отметили, что у Казани есть своя идентичность. Свое лицо такое, да? Да. Мне это нравится очень. Ну, иностранцам, похоже, нравится тоже. Но в одном из интервью вы очень любопытную фразу сказали. Мы дети суверенитета, и потому мы лишены комплексов. Да. Очень интересно, это от каких комплексов нам суверенитет так помогает? Ну, как бы существовал комплекс... Я, если честно, в психологию не сильно верю, но вот существовал комплекс того, что ты, если ты говоришь на татарском языке, ты какой-то там, ну, в общем, отсталый или колхозник, да, вот такие все равно же фразы были. И от взрослого поколения, от них мы часто слышали, что в общественном транспорте могли сказать, там, ну-ка ты не говори на своем тарабарском, там еще что-то. Ну, вот для нас это как-то прямо, нас даже это шокирует, как бы, да, мы думаем, господи, неужели было какое-то притеснение или какой-то это как бытовой... минимум некрасиво. Да, какой-то бытовой шовинизм, в общем-то, он, в принципе, присутствует в той или иной мере у любых народов, бытовой шовинизм, то есть это какой-то такой народный барьер ассимиляции, что ли, так скажем. Но вот в такой некрасивой форме для нас это шок, потому что мы учились в татарских гимназиях, мы их заканчивали, мы на отлично учились, в университетах были, хорошо учились. И у нас наоборот, то, что мы знаем татарский, мы, как, знаете, как иностранцу, однажды мне подруга рассказывала, говорит, они меня спрашивают, какой у тебя родной язык? Она говорит, татарский. А какие еще языки знаешь? Она говорит, русский.
То есть, и они, говорят, очень удивляются. Да, ты знаешь, русский — это же очень сложный язык. Вот то же самое и для нас. То есть для нас это фактически +1 язык. Да. И для нас это преимущество. Мы, наоборот, уже воспринимаем это совершенно по-другому. Мы говорим, да, мы знаем татарский. Там, это круто, как бы это делает тебя лучше. Ну вот немножко сейчас вернемся в начало нашей беседы. Почему в психологию не верите? Нет, просто недавно обсуждение было, что очень много таких так, не совсем научных статей, да, когда какие-то вещи пытаются сопоставить с психологией человека. Угу. То есть не все в голове у человека Ну, сидит. был явно пример какой-то яркий, который запомнился. И почему вот такое мнение сложилось? Не знаю, мне кажется, человек постоянно меняется. Нормальный, да, он всегда в процессе роста. Да. И сейчас очень популярно же вот это самокопание. Как-то найти в детстве какой-то там, какую-то травму, которая... Причина всех моих проблем в том, что меня в детстве кормили из зеленой тарелки вместо синей. Да, что-то типа этого. Вы знаете, это мне не совсем как бы близко. Я считаю, что... Это было весело. Это было самокопание. Вот, ну, у каждого свои как бы травмы, вот. Но я не считаю, что это сильно влияет на человека, если он как бы живет такой полноценной жизнью, мне кажется. Вы были ладно. избраны председателем форума молодежи на 5-м съезде, и уже 5 лет вы председательствуете, если мы не ошибаемся. Так, да, наверное, А где-то хотя так. там было ограничение в 2 срока подряд. Нет, там ограничений нет у нас. Так, значит, как-то не так мы вашу Ну, вы устав знаете, ну, читали. как сказать, ну, вот президента мы выбираем сейчас на 6 лет, раньше на 4 года. Ну, 2 года для молодежной организации. Раньше это делалось с такой мыслью, что лидеры очень быстро меняются. На самом деле Чтобы это не так было. засиживались. Нет, не то, что засиживались, сами автоматом, то есть менялись, потому что замуж или женится, все, человек пропал для общественной жизни, он уходит, потому что это не основная его работа, ему надо зарабатывать и все остальное. И в регионах очень часто вот так лидеры менялись, поэтому надо было, чтобы каждые 2 года менялся и здесь председатель. Ну, для нас это как-то нормально, у нас сформировалась команда, мы сделали как-то нормальную ротацию, и мне, и нашей команде нравится эта работа, поэтому мы решили продолжать, как бы мы растем. Соответственно, я думаю, 4 года это совсем мало для общественной организации, теперь уже. А с чего вообще все началось? Вот как вот так вот затянуло аж там на 10 лет? Да, насколько я понял, 10 лет я в отпуска. Конгрессе работаю, Ну, вот как бы, как? а в А до молодежной, этого? в молодежной половину из них. До этого я был общественником всю жизнь, наверное, в университете. Мы были очень активны, государственное муниципальное управление у нас было. Мы в общественной приемной, газету выпускали, что-то всегда делали. И потом как-то госслужба меня совсем не привлекала. Как-то я разочаровался, можно сказать, в ней. И пошел в коммерческую структуру работать. Потом уже ближе, потом мы открыли свой бизнес с моим двоюродным братом. Сейчас он до сих пор продолжает это дело. Но потом, под конец, я подумал, я же диплом все-таки защищаю по специальности. И тогда пришел новый мэр Исур Раисович. И я подумал, почему новая команда, классно, надо попробовать себя в мэрии, пойти. Я, значит, пошел туда, сдавал вот этот огромный тест, который целые сутки делаешь. Результаты хорошие были. И я помню, Ирик Мансурович, он тогда управление по работе с общественными организациями. И религиозными, по-моему, организациями. Как раз вот если ты хочешь пикет провести, надо ему уведомление занести, в общем, для тех, кто вот так Для тех, с кто такой хочет стороны, да, пикет с такой провести. стороны, да, понимает. Вот, и он сказал, окей, мы, в принципе, готовы взять тебя на работу, но у тебя пока нет диплома, потому что я пошел еще до защиты диплома оставался там почти целый год. Это был большой срок, мне уже хотелось работать. И он сказал, мы без диплома не можем на муниципальную службу тебя взять. Ты не хочешь, вот в Конгресс татар, кстати, человек нужен. По районам республики туда без диплома разъезжать. взять пока можем. Ну да, это общественная организация, потому что там важно, наверное, больше навыки, ну, в общем, как ты умеешь договариваться и все такое. Я пошел, как-то мне самому понравилось. Я объездил за 2 года, по-моему, все районы республики, 2, 3. Мне это понравилось. И у нас всегда очень веселый кабинет был там, молодежный. Вот я как-то втянулся, волонтером был. Ну и пошло-поехало. В принципе, это как обычно бывает. Ты открываешь случайно дверь там, и тебя затягивают туда. Слушайте, ну уникальный случай в нашей программе, когда отсутствие диплома помогло человеку определиться с призванием С жизни. тех пор я ни разу никому не показывал свой диплом, хотя он красный.
Вот ни разу не показывал, ни разу не понадобился. Никто не спрашивает после этого. Ну, это, Учиться кстати... все равно надо. Да. Скажем, подытожим. Учиться все равно надо, то есть мы старались, но оказалось, что навыки важнее бумаги. Да, абсолютно верно. А сейчас мы тоже приоткроем небольшую дверь, которая будет нас всех втягивать. Реклама на нашем канале. Ну что ж, вновь добро пожаловать к нам в программу «Вечерняя игра». Играем мы, кстати, я смотрю, да? Очень резво мы играем. И вот мне что подумалось. Как специалиста мы о вас уже немножко так узнали, приоткрыли опять-таки ту самую завесу, и дверка у нас скрипнула и нас затянула. А давайте мы теперь узнаем, какой вы человек. Смотрим. Сегодня мы расскажем вам о герое нашего времени, вернее, о герое для всей татарской молодежи. Табрис Яруллин, глава Всемирного форума татарской молодежи, человек с активной жизненной позицией. Чтобы узнать о нем больше, мы решили встретиться с его самыми близкими людьми. Мы с ним, как мы шутим, мы не муж и жена, а мы с ним истинные друзья. И мы такой хороший тандем. То есть, когда... И всегда во всем мы друг дружке помогаем. У Яруллиных 2 детей – сын Ризаятдин и дочь Хаят. Конечно же, в первую очередь нам хотелось узнать, как ему удается совмещать роль супруга, отца и такой важный пост. Я считаю, что он очень образцовый папа, потому что даже иногда я думаю, как он хорошо с детьми обращается. Мне кажется, у меня так даже не получается, хотя я мама. И он иногда с Ризаидином так прям хорошо играет, что мне даже иногда завидно становится. Почему вот со мной Ризаидин так не играет? Ну, она вроде бы еще маленькая, они такие еще активные игры не играют, а с Ризаидином у них такая искренняя дружба, доверие. Они там шушукаются, секретничают. Но жизнь человека не была бы такой полной, если бы у него не было друзей. А у Табриса они есть. И их мнение нам удалось узнать. У Табриса же очень большой круг общения, да, разные люди там со всего света, да, и мы там иногда можем там какой-то период там не общаться, не видеться, может быть, да, там я занят, он занят, у всех свои дела, но вот у меня никогда не было такого ощущения, и у меня, и я думаю, и у него тоже, да, что вот я где-то там на втором, на третьем плане. Я всегда знал и знаю, да, что так как он для меня самый близкий друг, я для него номер один, и он для меня номер один. Он начальник, да, с одной стороны, он такой лидер, харизматичный парень, который заходит в помещение, да, и сразу вот... С другой стороны, вот он никогда не проявляет себя как вот я такой начальник, типа, мое мнение самое главное. Мне нравится, что он человек, который пытается сотрудничать со всеми. Он очень любит взаимодействовать, да, то есть ему явно не хватает порой людей, вот, которые были бы такого же, как он. Поэтому вот это качество мне очень в нем импонирует. Табрис, получается, такой человек, который своей энергетикой, он привлекает людей, заряжает и сам тем самым тоже заряжается. Мне в нем понравилось как раз то, что вот с ним очень приятно общаться, интересно на разные темы, и никогда не устаешь от него. Талантливый человек талантлив во всем. Так и наш герой очень умело совмещает роль общественного лидера и хорошего семьянина. Для своих друзей он пример для подражания. У него вот это вот, так скажем, вот этот вот стержень, да, вот это вот понимание того, что семья играет ключевую роль, оно у него всегда есть и остается. И там, разные ситуации бывают. Я что могу сказать, он никогда об этом не забывает. Его жизнь, вот его работа меня тоже обволокла, и как бы это тоже стало моей частью жизни. Я также общаюсь с его друзьями, с сообществом татарским, отдельно с девочками там, например, и поэтому я не чувствую того, что как будто вот, что он целыми там... Ну, он очень много, конечно, времени уделяет работе. Вот, порой бывает допоздна работает. Но так как я и сама этим живу, и мы постоянно на каких-то мероприятиях вместе, как бы я не чувствую такой прям острой нехватки его. Вот так рассказали нам о Табрисе Яруллине близкие люди. Объективно они были или нет, узнаем у нашего героя. Вы сейчас за кадром сказали, что настолько все хорошо, что даже немножко как-то не по себе. Да, я не люблю, когда слишком хвалят и слишком критикуют. Вас ругать надо? Нет, наоборот, я же сказал, то есть не люблю, когда слишком критикуют и слишком хвалят. Прям
То есть что, Слишком сладко. кнут и пряник, но в дозированный... Да нет, критики, я вообще, иногда мне говорили, с кем я работал, они говорят: Табрис, у тебя вот такие-то недостатки, как бы вот так-то, так-то явно. Я им говорю: слушайте, вот я вас пригласил работать не для того, чтобы вы меня критиковали там. Я говорю: лучше хвалите, как бы, если уж на то пошло. Но они вначале немножко шокированы были, но я объясняю это тем, что как бы я сам самокритичный очень. То есть даже слишком иногда от этого немножко такая неуверенность бывает. И я говорю: ну я сам лучше всех знаю, в чем мои недостатки, я над ним работаю, и вы лишний раз тут А лучше. есть кто-то, кому позволено действительно вас так критиковать и говорить: Табрис, вот тут да не всем так, это... позволено уж на самом деле, просто смотря в какой форме. Говорю Лучше же, хвалить, сказали. Лучше ну, хвалить. слишком, когда хвалят, это же тоже уж прям Ну. приторно, сладко, уж, да, эти вещи понятны и так уж. Но не так давно папой вы стали во второй раз, и Да, вы разный папа для сына и для дочки. Пока да, потому что сын это уже такой нормальный человек, с кем можно поговорить. Даже поймал себя на мысли неделю назад, что я с ним разговариваю уже как со взрослым человеком, потому что с детьми же немножко тон меняешь, там, интонацию меняешь, там, как у тебя дела, там, спрашиваешь. Я ему на полном серьезе рассказывал, что новый парк открывает, новые названия парку дают, там, и как-то себя поймал на мысли, что человеку 4 года, и я с ним... И он так еще слушает, кивает, говорит: интересно. Достает бумаги из дипломата, говорит: да, папа, Сейчас я резолюцию поставлю, да. Ну, с ним, естественно, как бы пол для меня не так важен, как бы, но... То есть у вас не было такого, что, как у многих мужчин бывает, что рождение дочери – это совсем другое, нежели рождение сына, и весь мир меняется? Нет, ничего такого нет. Ну, просто Ризаэдин, он был первенец вообще в нашей большой семье. Если взять вот моих родителей, моего брата родного, их семью, это был первый ребенок вот для родителей, получается, супруги моей. То есть мы такая одна большая семья, держимся вместе. И получается, он первый ребенок. Он такой баловень как бы был, он везучий, быстро соображает, гиперактивный. И как бы все это предопределило его вот такой характер, такой свободолюбивый, и всегда аргументирует свои высказывания, там с ним всегда интересно. Он очень популярен. Я его очень часто выкладываю в интернете, в Инстаграме. И люди пишут в ответ там: о, так интересно, там, что вы изучаете, там. Ну, мы часто занимаемся с ним. Ну, как часто уж, когда есть время, там цифры, как занимаетесь, часто задают вопрос, поэтому он популярен. Я помню, когда он родился, со всего мира присылали одежды, подарки. Они настолько много их было. Я вот до сих пор признателен этим людям, что эта одежда уж даже на второго ребенка остались. Эти подарки. И, ну, просто дочь, уже ты более спокойно это воспринимаешь. Ты уже знаешь, что такое быть отцом. И в этом плане, то есть с Ризаэдином мы смотрели, не дай бог он ударится, там эксперименты всякие проводили над ним, ну, в хорошем смысле. Мы потом покажем ему эту программу через 15. Ну да, то есть сейчас же популярно там раннее развитие, там вот так вести надо, такое там педагогическое кормление, там еще что-то. И вот мы как бы апробацию он прошел, Ризаэдин, то есть, например, он когда падал, мы никогда не подбегали. То есть я как сидел, чай пил, он падал на кафель, прям голова ударяется, я прям сжимаю кулак, думаю: ах, больно, но не подбегаю. То есть и он как бы тоже нормально... Ну, чтобы сам справлялся, да? Да. Вы строгий папа? Нет, я очень добрый. Но у нас в семье как бы за строгость, я уж отвечаю, как бы я могу дать по попе. Приходится. Да. Ну, потому что ребенок гиперактивный. То есть у него хорошие мысли генерируются с такой же скоростью, как и что-то там нахулиганить. Поэтому последний такой точка знает, что у меня. Мы еще знаем такой интересный факт, что вы являетесь поклонником альтернативной музыки, татарской альтернативной музыки. Ну да, я люблю его. Как вот вы считаете, за этой музыкой будущее Татарстана? Я что-то не думаю про будущее. Мне нравится сам процесс. Что это такое сообщество. Ну а что вот особо вот привлекает? Что нравится? Я вообще все новое люблю. Когда люди экспериментируют, что-то пробуют делать, что-то создают. И мне кажется, это такое сообщество музыкантов в городе. В Казани я много сообществ знаю, но которые постоянно генерируют что-то.
постоянно рождаются группы, может, не с такой частотой, которую мы хотели бы, да, там, может быть, не как там исландская независимая сцена, там, нельзя сравнивать, как бы. Ну вот для нашего мирка, мне кажется, это очень активные, очень продуктивные Ну, сообщества. а есть ли шансы у коллективов, играющие, опять же уже как бы, да, не стопроцентное попадание в шоу-бизнес, альтернативную музыку на татарском языке, пройти куда-то дальше по Да, федеральным конечно. каналам? Там, я не Да, знаю. шансы у всех есть, главное, нужно ли это им просто. Многие из них просто делают музыку, потому что это им нравится. Для себя, для своего Да, я удовольствия. знаю этот внутряк, они скидывают мне черновики, там, со многими из них общаемся, и часто собираемся в студии, я сам в перформансах часто участвую там, для своих там. Они играют, я на разные темы тексты говорю под музыку, это очень интересно. Такой речитативчик. Так, ну понятно, музыкой увлекаетесь, музыкантов поддерживаете, Да, вуз с поддерживаю. красным дипломом, активист, затейник, массовик. В школе тоже одни пятерки были? Да, были одни пятерки, медаль у меня была серебряная, правда. По русскому языку 4 была одна. Ну, это нас родители просто вот так воспитали, потому что были 90-е годы. То есть или ты учишься, или ты на улице растешь. Ну вот как бы они выбрали вариант учиться. Я помню, в 9 классе как бы меня мотивировали для того, чтобы у меня аттестат был с золотым тиснением. Это значит, все пятерки должны быть. Значит, я учился, и настолько мне это вот надоело, прям честно. Я с последнего экзамена выхожу, вижу маму. Мама у меня была завучем, основателем вот этой гимназии, где я учился. Это многое объясняет. Да, она очень строгая была, и ее очень уважали. Справедливая и строгая, в общем, такая. Ну, в общем, те, у кого родители преподаватели, они хорошо меня поймут. И такой старой закалки, но очень такая продвинутая. И я выхожу и говорю: мама, все, я устал, это невозможно, столько учиться. 10-11... Я иду в хулиганы на улицу. Не настолько, но 10-11 я буду учиться так, на расслабоне. А мне сказал: ты сейчас идешь домой, пьешь чай, ложишься спать, потом встаешь с мыслью, что у тебя будет медаль, как бы. Там, и настолько безальтернативно это все было. Но я благодарен за это. То есть это, я сильно там, я говорил про детство, но в детстве у меня произошло как бы такой надлом. Я, в принципе, часто играл один. В одиночестве я себя хорошо чувствую, но родители меня вывели на сцену. И вот эти конкурсы чтецов, все остальное, как бы участие в конференциях как-то все переменило. У меня не было никогда много друзей, сейчас много друзей там. Я всегда боялся выходить на сцену, сейчас страх прошел вообще. Эта сцена для меня вообще как, я не знаю, ну... Второй дом. Да, как в кафе, как бы, беседовать, и мне это нравится. Так, ну, в общем-то, сильно изменило мою жизнь, и мне кажется, что изменения к лучшему. Ну, это, получается, родители ваш потенциал раскрыли? Или вы вот от этой невозможности не учиться в 10-11 классе, сказать «не хочу, не буду», вам пришлось этому научиться? Да я не знаю, я же говорю, самокопанием я не занимаюсь обычно, но проявить почтение к родителям, которые в тебя вложились, мне кажется, это очень правильно. То есть я считаю, да, в первую очередь. У нас же у татар всегда так, как бы. Номер один, да, родители как бы повлияли, родители помогли. Ну вот, все остальное как бы, как серфер, ты плывешь по волнам. Но мы Куда знаем, тебя что несет? человек вы верующий. А как считаете, что воспитывать в ребенке вот эту самую веру нужно все-таки в семье своим примером? Или пусть уроки, как там сейчас это правильно называется, школьного религоведения, по-моему, это Да. именуется? Ой, если честно, сложный вопрос. Мне кажется, что у нас это на самом деле немножко по-другому происходит. То есть у нас это переплетено с культурой очень сильно. Не надо отдельно там говорить, что если ты идешь к человеку, там, кучтенаш, надо прихватить с собой, да, там, гостиниц. Не надо говорить, там, есть хадис, который там говорит, что пророк, алейхиссалям, ходил вот так, там. Это, да, есть, это основной, как бы, не то, что основной. Это еще один аргумент, но это у нас уже как бы в крови, в культуре. Мне кажется, не стоит прямо так специально обучать этому. Если надо, чтобы ребенок религиозное образование получил, у нас есть медресе и все остальное, у нас есть специальные такие центры, мне кажется, их можно найти, все это в открытом доступе. Ну и в школе тоже надо знать религии мировые, мне кажется. Точно так Это же, основа культуры, по большому счету. Да, точно так же, как надо знать архитектуру. Представьте, мы живем вокруг стольких зданий, разных стилей.
но мы их не знаем. Ну как так бывает? То есть для общего кругозора, мне кажется, такие вещи очень нужны. Музыку знать архитектуру, ну и точно так же знать религии. Знать язык родной. Представил человека, который сидит перед экраном телевизора, смотрит программу и говорит, как я живу, я не знаю архитектуру. И пошел на улицу гулять под дождик. Не выключайте телевизор, если это вы. Ну вот, к слову, про язык. Ваша организация занимается еще и таким движением «Мин татарша силяшам», я говорю по-татарски. Да. И видите результаты? Что дает эта акция? Да, видим. Ну, мы вообще, если нет результата у проекта, мы его сливаем. Мы насчет этого тоже не комплексуем, как бы, да, не получилось. Вот что-то типа этого. И, например, дискуссионный киноклуб мы делали, просто вот сейчас в голову пришло. Один раз провели, что-то не то. Не пошло. Да, не делаем. Но мы для себя, как бы, я не хочу брать только язык, потому что обычно, если про татарскую идентичность говорят, всегда говорят про язык, и все это обсуждение сводится к тому, что татарский язык, изучение татарского языка. Язык — это основа. Да, но мы же не отрицаем. Но нельзя же вечно говорить об одном и том же, уж сколько возможно. Ну, не только, скажем так, не надо только. идти же вперед, какие-то новые идеи давать. И в этом плане мы как бы для себя выбрали миссию формирования татарской городской культуры. Мне кажется, это очень важно, потому что сейчас мир — это мир городов. Да. И 70% татар живут в городах. Сейчас это уже самодеятельностью как бы далеко не пойдешь. Мы все одеваемся примерно одинаково. Вот посмотрите, Петр одет практически так же, как и я. То есть нельзя... 100 лет назад можно было сказать: о, Петр — это русский, а Табрис — это татарин, только потому, как мы одеты. Мне кажется, что мы должны найти какие-то новые способы для того, чтобы нашу идентичность пронести. У нас такой девиз неформальный есть: мы все актуальное, все трендовое стараемся по-татарски делать. А татарские вещи, традиционные какие-то вещи, делать уже в современных формах. Так, а поподробнее? Ну вот, например, «Мин татарша силяшам». Это же уличная акция. Там главное — это выразить свою гражданскую позицию. На татарском. Что ты говоришь по-татарски. Да, на любом языке мира можно это сказать. Я говорю по-татарски, и все, как бы. Это моя позиция, это часть меня, как бы. Вот. То есть, если скажешь человеку: мы проводим татарские мероприятия, что он первый скажет? Он подумает: наверное, там будет петь, я не знаю, какие популярные эстрадные певцы. Не будем называть, чтобы никого не обижать. Ну да, сейчас это же хайповая тема, как бы. Нельзя обижать татарскую эстраду. И вот мы... обычный человек представляет так, что там, наверное, что-то вроде сабантуй будет. Я ничего не имею против то есть клише какое-то у человека в голове сразу, стереотипы. Но явно он не представляет, что это будет на Баумана, во-первых. На Баумана, кроме нашего мероприятия, больше татарских вещей не проходит. И это же такое место, да, понимаете же, с татарским тяжело в мозгу даже представить. Мы делаем его на открытом воздухе. Мы даем сцену татарской альтернативной музыки, да. У человека переворот в мозгу уже там происходит. Главное, чак-чака нигде нет. Да, есть там, продают, конечно, там на Баумана, но, например, логотип «Мин татарша силяшам» его придумал вот Ильшат Саитов, кстати. Вот. Это те люди, сообщество было «Узебес мы сами». Они, в принципе, тоже, как сказать, пригласили, что ли, вот как-то мне путь открыли вот на эту работу. И там логотип буква «Э», символика смайлик. То есть это не чак-чак в тюбетейке, не то, что обычно человек представляет. Это смайлик, это современный как бы символ, с которым мы каждый день встречаемся. Вот это говорит о том, как мы примерно видим все это. Вот мне кажется, это сейчас идет в мире... Многим казалось, что все, религия, она исчезнет, она уйдет в небытие, уйдет и национальная идентичность. Сейчас, если ученых почитаешь, кто исследует все эти процессы, на самом деле религия не исчезает, то есть религия остается в нашей жизни, она просто меняет свою форму. Точно так же и национальная идентичность, она меняет форму и в принципе должна. То есть некое второе перерождение происходит. Да, в новой форме. Невозможно же постоянно культивировать прошлое. То есть сейчас нет
такого, что 90% мужчин это землепашцы, и из-за этого Сабантуй это главный наш праздник, правильно же? Да, логично. Сабантуй, он больше всего сейчас превращается в такой больше декоративный, да, где можно показать какие-то... традиции. Да, традиции, историю. Но новое же что-то тоже надо создавать. Вот мы делаем Песчан-базар, фестиваль, там вот все, что мы знаем, новые слова, фудкорты, диджей-сеты, дизайн-маркеты, слэмы, вот как раз, да, этот Показываем мы сейчас да. как раз нашим Вот это правда, вот 3-4 года назад, сейчас это уже такой большой масштаб. Все это мы делаем просто по-татарски. Мехенди вот даже я видел сейчас. По-татарски. Ну да, да, совсем уж немножко сейчас изменилось, но я считаю, что это, знаю, что это единственное уличное мероприятие, фестиваль татарский в городе Казани. Ну вот как это возможно для представить? тех, кто Ну, круто. еще не в курсе, когда проходит? В этом году мы планируем 13 августа. Лаберса – это набережное озеро Кабан. Вот там мы все и встретимся. А это, кстати, правда, что, будучи еще школьником, вы устроились в свою же школу работать дворником? Приходили туда пораньше, работали, переодевались и шли на занятия? Да. Мне кажется, это уж такой семейный миф превратился. Я уж не знаю, где правда, где концы. Было или не было? Но у нас в семье считается, что мне родители сказали, что давай ты будешь голос иметь в семье полноценный, когда ты начнешь работать. И я пошел устраиваться. Мама тоже договорилась, Сколько уж лет понятно. вам было? 13. То есть Но это по секрету. голос Нельзя было в в 13. семье хотелось иметь достаточно рано. Да, и мы приносили все деньги, отдавали маме. Это было, то есть, незыблемо, что у нас есть общий бюджет семейный. Никак не коробило, это не как сейчас у детей там свои карманы расходы. Нормально, в 6 утра я подметал, значит, и все остальные работы делал. Стыдился того, что попадусь своим одноклассникам, да. Ну, это такие же детские, подростковые такие вещи, как бы сейчас у меня совершенно насчет этого никаких этих нет. Я думаю, что это очень на пользу мне пошло. Я начал рано работать, и у меня любовь к труду просто. Вот так вот и воспитывается любовь в труду. Не всегда обычными способами, но главное, что она есть. Да. У нас труд всегда, как бы, на первом месте мы всегда работали. И как долго вы проработали на этой должности? Пару лет, точно. Пару зим. Вот самое сложное было выходить и снег убирать. Иногда, да, за 15 минут быстренько забегаешь, переодеваешься, бежишь на уроки. Ну, тяжелые времена были. Тогда, мне кажется, всем не хватало денег, ну, большинству. И мы, как могли, зарабатывали. Ну, вообще, это профессия моя, я считаю, что первый, как бы, дворник, когда вообще запись была, наверное, в трудовой, там, или договор, может, тогда был. Но мы более предприимчивые были. У меня есть двоюродный брат Ренат. Мы с ним что только не делали, чтобы заработать какие-то деньги. Помогали таскать там хлеб, там еще что-то. Всегда находили такие вещи, в принципе. Тогда все, наверное, как-то что-то зарабатывали. Но это хороший опыт принесло вам в жизнь, я уверен. И дальше как раз это и выразилось вот в нашем замечательном госте, который у нас сегодня. Мне кажется, ты всегда знаешь, что можешь заработать хотя бы на пропитание, на семью. Вот раз мы начали такую неожиданную тему про заработки, про бренды, Расскажем, тренды. где можно потратить. А мы просто сейчас их покажем небольшим рекламным блоком. Счастье журналиста – человек, который любит социальные сети, так что, когда к этой программе мы готовились, нашли достаточно много всего интересного. И вот, например, вот такую фотографию тоже обнаружили. Вы правда готовить любите и умеете? Или Нет, это нет. постановочный кадр? Я не умею совершенно готовить. Кухня – это не мое. Обычно я открываю холодильник, я не понимаю вообще, как вот это Что все это? превращается в блюдо там. А яичницу? Вот вместо яичницы у меня сырники. Это не называется «не умею готовить». Нет, сырника очень просто делается, там всего 3 компонента или сколько. И в воскресенье мы часто, не как часто уж, ну, раз в месяц, пару раз в месяц зовем гостей, они приходят, и с утра мы вместе завтракаем и общаемся. Вот такая И вы готовите небольшая сырники? традиция. Ну да, я готовлю сырники, только для своих, как бы.
Больше ни мяса, ни теста. Ну, ничего я вот А вы из этого не пробовали умею. и не получается, или не хотелось? Нет, просто руки не дошли, я считаю. Ну, можно, но вот как-то у меня душа пока не лежит. Мне кажется, все равно это же как творчество, еда. Да, Ну, там, это готовить. искусство в своем Да, роде. да, это искусство даже. И мне кажется, это очень интересно. Новое всегда интересно пробовать, тем более что-то творческое. А еще достаточно долго вы ездили по Казани, перемещались на велосипеде. Вы Да, настолько не 4 любите года общественный или 5 транспорт? лет. В 13-м году же универсиада была. Перекопали Амирхана. И это было просто невозможно. Каждый божий день мы сидели в 45 минут, час в пробке. Когда вот 2 полосы ты видишь, но туда пытается залезть машина из 8 полос. Это просто было невозможно, просто терпеть. И я решил пересесть на велосипед. Такая вынужденная мера привела в спорт фактически. Да. И у меня не хватает времени на спорт. Я всегда шучу, что качаю единственный орган – это мозг. И, ну, это просто не хватает времени. И мне кажется, что альтернативой вот велосипед. Пошли, купили жене тоже велосипед и мне. Но жена забеременела, то есть особо не ездила. Но я каждый день практически 20 километров наматывал. Мне это очень нравится. Сейчас мне приходится сына возить в Дубравную, то есть через полгорода. Поэтому мы перемещаемся на машине. И мне всегда коробит, что мы только вдвоем сидим в машине, когда еще сзади есть целых 3 места. И мне кажется, это очень неправильно. То есть мы неправильно живем в этом плане. Мне кажется, нам надо быть в этом, ну, поскромнее надо быть, потому что у нас дети растут. Можно купить машину поменьше, где всего 2 места? Да. Наверное, так нужно. И там электромобиль или еще что-то. Нам надо переходить. Вот такая культура должна быть у нас. Как в Европе же. Люди там экономят на воде. Это нормально совершенно. То есть это не значит, что они прям уж там все зажатые, какие-то там бедные, да. Нет, они просто экономят. В меру все используют, и это очень правильно. Ну, на спорт, похоже, времени тоже не хватает, но как мы опять-таки обнаружили, когда готовились к этой программе, поболеть на трибунах вы вполне любитель. Нет, вообще нет, не мое. Так, а То как есть занесло-то вас тогда? заставили, да? Нет, у меня сын ходит на футбол, его очень любит его тренер, прям я удивился, такой хороший мужчина, Дамир Абай. Я, кстати, если он смотрит, большой привет им. Он, После этого вашего сына еще сильнее тренируется. да, ну, он говорит, он заходит, улыбается всегда, ему охота мяч погонять, там, ему нравится футбол, и мне хотелось показать ему, что такое большой футбол. Да, и когда атмосфера, вы знаете, там кричалки, он немножко, конечно, настороженно на это смотрел, но ему понравилось очень сильно, и мне кажется, это же, ну, в принципе, задача отца же вдохновлять там, показывать, что вот, смотри, как бы ты занимаешься здесь, а можно вот здесь, как бы. А после Можно. похода Есть на чему этот стремиться. матч сын с большим удовольствием на тренировки ходит? Вот я не знаю, мне кажется, он со временем уж поймет. Это же 4 года еще только. То есть он это воспринимает там на уровне вот эмоций там каких-то. Сейчас мы все-таки откопаем какое-нибудь хобби, да? Мы же к этому увлечению. Давайте откапывать хобби. На что у вас Да, остается но время? велик это хобби. Потом работа моя как хобби. Это И, не хобби, это работа. да, ну и читаю книги очень часто. Ну, Есть любимые вот это, авторы? наверное, мой недостаток. Всегда спрашивают про хобби. Я не могу сказать, там, я моделирую там в свободное время. Мне как-то нравится вот с детьми сидеть, например. Я люблю это дело. Ну, мы в сюжете уже слышали, что Да, ваша да. супруга иногда даже слегка завидует. Ну, да, это моя фишка, как бы, перед ее подружками. Я говорю, давай оставляй обоих детей, я сам посижу. И это просто плюс 10 очков там среди ее подруг. Там все Зависть говорят, подруг. вот же остается, не боится там. Ну, мне кажется, с детьми мне почему-то просто очень. Потому что то ли из-за того, что я с людьми работаю, я им обоим занятия нахожу, у меня даже свободное время появляется, как бы, и мне это нравится. Ну, это ваш талант. Может быть, я хотел бы преподавать, на самом деле, у меня А мечта такая. есть любимые авторы? У меня не авторы, у меня темы любимые есть. Какие же? Антиутопия. То есть все, что антиутопичная тема, я, наверное, ну не скажу все, но очень много книг читал. Там Замятин, Олдос Хаксли, там, кто еще у нас там? Оруэлл, да? Оруэлл. Все вспоминают. Джек Лондон есть «Железный человек». Ну, это такой Брэдбери. социализм. Ну, Брэдбери не антиутопия. Ну, 451 да, градус по да, Фаренгейту. точно.
Да, антиутопия, все. Признаю. Когда напирают, я... Факты. Да, Я поэтому и про молчу. фактов не пойдешь, да. Ну вот, то, что антиутопии касается, мне очень нравятся такие книги. А немножко почему именно, фантастичные. почему нравится именно этот жанр? Это Не знаю, направление? не могу никак понять. Вообще мне увлекает это все. Какая-то, знаете, внутри живет, может быть, какой-то борец против системы, там вот такой. Потому что мне не нравится, вот, знаете, мне кажется, уже прошло время таких. Биг босс такой сидит за большим столом, там, решает за всех, авторитарный, там, знаете. Вот если бы вы зашли к нам в кабинет, вы, наверное, больше поняли про наше сообщество и про меня, Что чем же за волшебный все мои кабинет? слова. Да, 304-й кабинет, вот на Площади Свободы мы сидим. Так и вы приглашаете, мы придем? Да, двери всегда открыты, как бы, и он больше как коворкинг, что ли. Там. Ты можешь зайти, хотя у меня там остался от предыдущего начальника кабинет. Там палас, вот этот большой стол, все как надо. Но там, если заходишь, иногда кто-то сидит на полу, там, на ноуте или там на... Что-то делает, я Такая спрашиваю. полунеформальная рабочая Да, я говорю, обстановка. что ты делаешь? Он говорит, готовлюсь там к экзаменам, там еще что-то. И это совершенно нормально. То есть никто не чувствует, что здесь есть босс, там и еще что-то. Это какая-то кооперация. Мне кажется, это же будущее везде такое будет. То есть не будет там авторитаризма, а будут сотрудничество, там, совместная работа, помощь. Ну, в общем, вот так. А вы упрямый человек? Нет, совершенно нет. Я, наоборот, медиатор. То есть я дипломатичный. Я же говорю, если человек сильно напирает, я как бы отступаю, соглашаюсь. Я говорю, окей, если для человека это очень важно. Даже если не согласны? Да, если внутри не согласен, я говорю, ну да, в принципе, ты прав. Я говорю, чтобы человеку было приятно, чтобы он прям, если это его сильно волнует. Лучше уж так, я считаю, что Ну, прям чем интересно. на конфликт нарываться. Да. Это семейной жизни очень сильно А помогает. есть И в Казани какие-то любимые места? Вообще Казань — это моя любовь вообще. Как-то, может быть, я под влиянием впечатления, то, что я из Челябинска вот вернулся, и вы знаете, когда едете по ровной дороге, там, воздух другой, как-то люди другие. Вот этот тренд я вижу в Европе тоже часто бывает. Вот, по-моему, в ноябре я был во Франкфурте. И, вы знаете, я хожу и понимаю, что, в принципе, вот, ну, еще несколько лет мы как бы полностью будем европейским городом, если будем также развиваться. Также смотреть на свой город, вот на наши отношения, так прагматично, да, просто работать, развиваться. Мне кажется, может, не 5 лет, может, 10-15 лет, в принципе, будет такой европейский город. Вот. В таких постоянных изменениях жить приятно в Казани, на самом деле. Многие, может, жалуются, что строительство идет постоянное. Но вы знаете, на самом деле сложнее жить в том городе, где ничего не происходит. Где не идет строительство, действительно. Да, Стоят да. 3 избушки. Да. И постоянно, или вот эти, да, заборы вот эти бетонные советские, стоят они, уже 20 лет стоят, ничего не меняется. В городе, где все меняется, жить приятнее, на самом деле, намного. Они советские 150 лет простоят так-то. Да. Ну, мы для себя открыли новую татарскую слободу. Вот в прошлом году есть у нас движок этого проекта «Айрат». Он нас туда водил, мы много раз проводили открытые экскурсии, выступали, делали совет. В общем, полностью прониклись вот этой территорией. Она просто очень близко к центру и в очень плохом состоянии. То есть есть старая татарская слобода, которая уже такая, знаете, декоративная, туристическая, и новая татарская слобода. Как-то, вы знаете, там совсем все плохо, много заборов, там что-то снесли, вот эти маленькие квартирки построили, как их Шуваловки, по-моему, сейчас называют, да? Но все равно там, то есть производство, тюрьма есть, но все равно это набережная выходит к набережной, и там есть дух вот этот, история еще осталась, мечеть есть этаж, прям с особой атмосферой. Ну вот здесь и плюс житья в городе, где постоянно идет стройка, рано или поздно она дойдет и туда. Да, к сожалению, так и есть, но, может, к сожалению, вы знаете, у нас есть сообщество людей, которые вот, сейчас боюсь, конечно, обидеть, но, наверное, ностальгируют по такому губернскому городу Казани, да, где все там написано, там выглядит все по-старому, такой вот серый малоэтажный город. Ну,
не получится. Жизнь идет вперед, все меняется, и город тоже вместе с этим прогрессом. Да, я тоже так считаю. Спасибо вам большое, что вы выбрались к нам сегодня. Мы понимаем, что вы человек очень занятой, поэтому благодарны вдвойне. Пусть планы сбываются. Да, я Спасибо. тоже поблагодарю. Очень энергичный гость, прям заряжает не только телефоны, но и людей. Спасибо вам. Спасибо большое, да. Вам спасибо. Вы смотрели программу «Вечерняя игра», это был телеканал ТНВ. Увидимся и услышимся здесь же в означенное время, как обычно. Пока-пока. Всем всего доброго, счастливо.